Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда бүгүнкү күнгө карата Чүй облусунда аткарылып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Волкова Светлана Борисовна маалымат берет. Брифингди Түз Оодон, ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе, Светлана Борисовна, вам слово. Рахмат. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые граждане нашей Чуйской области. Разрешите представить вам информацию о проводимых мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Чуйской области. Под председательством полномочного представителя правительства Кыргызской республики в Чуйской области на сегодняшний день проведено 43 заседания оперативного штаба, решения которых были оформлены протокольными поручениями. Кроме этого, были отдельно отданы поручения и указания главам районных государственных администраций и мэру города Токмок, а также руководителям областных структурных подразделений о принятии необходимых мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Рост подтвержденных случаев на сегодняшний день COVID-19 в Чуйской области объясняется несколькими причинами. Это увеличение завозных случаев инфекции в связи с увеличением граждан Кыргызской республики, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья, открытие границ и восстановление международных областных и межрайонных авиарейсов автотранспортных маршрутов. В связи с этим является и рост увеличения среди водителей, дальнобойщиков, большегрузных машин, рост случаев заражения лиц, которые работают и в различных организациях города Бишкек, но, соответственно, проживают и в Чуйской области. В связи с чем наблюдается и рост среди контактных лиц их близкого окружения. Это члены семьи, это контактные, которые работают, то есть сотрудники, коллеги. С момента открытия санитарно-контрольных пунктов Чалдавар и Кинбулун было выявлено, что водители с положительным COVID-19 36 человек, пеших 8 человек, иногородних 40 человек, которые прошли по статистике уже по городу Бишкек. Отмечается низкое качество эпидрасследований, конечно. На сегодняшний день этот вопрос стоит очень остро на контроль у полномочного представителя. Еще одним немаловажным фактором является отсутствие веры у населения о существовании данного заболевания. Категорический отказ от выполнения рекомендаций медиков нашего населения в отношении обязательного использования и ношения масок, о соблюдении социальной дистанции, применении антисептиков и средств личной гигиены. Учитывая высокую плотность населения города Бишкек и Чуйской области, активную внутреннюю и внешнюю миграцию, уменьшение блокпостов населенных пунктов, реагирующих массовое движение автомобильного и грузового транспорта, активное функционирование базарных и торговых точек, невыполнение рекомендаций медиков и отсутствие новых госпитализаций инфекционных стационаров, которые готовы работать исключительно с больными COVID-19, это на сегодняшний день является прогнозом ситуации по Чуйской области, в связи с чем ситуация может быть и неблагополучной. По Чуйской области в период пандемии на 22 июня 2020 года было выявлено и госпитализировано с COVID-19 республиканскую больницу города Бишкека и стационары Чуйской области 459 человек. В настоящее время выписано с выздоровлением 149 человек. Все они переданы в ЦСМ по месту жительства для дальнейшего наблюдения семейными врачами и с последующим снятием с домашнего карантина. Умерла по Чуйской области 6 человек. Это в Кеменском, в Панфиловском, Джаильском и Сыкотинском районах. Всего развернуто по стационарам Чуйской области 1771 койка. Больные с тяжелыми осложненными формами COVID-19 госпитализируются в территориальной больнице Чуйской области. Всего на сегодняшний день госпитализировано с подтвержденным диагнозом COVID-19 41 человек, из них 8 медработников. На 22 июня на обсервации всего находится 279 человек, из них 71 медработник. Значит, это задействованный военный госпиталь Бишкунгей, Джаильская территориальная больница, СП Ивановка, Медресе Ивановка, где находятся люди на обсервации после прохождения контрольно-пропускного пункта Актелек,
Далее, значит, ЦОВП Панфиловского района, где находятся медработники. В Карабалта, это интернат имени Макаренко, где находятся тоже на обсервации люди, которые прибывают через контрольно-пропускной пункт Чалдавар. В территориальной больнице города Токмок находится 9 человек, в Московской территориальной больнице находится 5 человек. Военно-учебный центр Аллатоу 91 человек. У всех этих людей взят анализ ПЦР, которые ждут своего результата, находясь на обсервации. Министерством здравоохранения был издан приказ об оказании медицинской помощи пациентам с бессимптомным течением коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях амбулаторного лечения на дому, и согласно которому больные бессимптомным лечением болезни могут находиться дома под наблюдением семейных врачей при содействии всех условий, которые, соответственно, указаны в данном приказе и на четком контроле находятся у сотрудников Центра семейной медицины, медицинских сотрудников. На 22 июня всего по области в условиях амбулаторного лечения на дому находится 197 человек. Значит, приказом Министерства здравоохранения о создании мобильных бригад в организациях здравоохранения и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики были сформированы 32 мобильные бригады, но в связи с увеличением роста зараженности людей рассматривается вопрос об увеличении мобильных бригад. Всего по Чуйской области было сделано выездов мобильными бригадами 9303. На домашнем карантине находится 1616 человек. Соответственно, сняты с домашнего карантина 8215 человек. Всего по Чуйской области на сегодняшний день обследовано 6911 дворов, и количество обследованных лиц составляет 23 254 человека. Ведется мониторинг на наличие признаков ОРВИ и термометрия. Обеспеченность мобильными бригадами сегодня по Чуйской области составляет это одноразовые и многоразовые защитные костюмы 2305 штук, маски 21 473, респираторы 10 972, перчатки 439 942, очков 3952 штуки. То есть это говорит о том, что на сегодняшний день сфера, значит, все организации здравоохранения и медики оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Значит, на сегодняшний день на кыргызско-казахской границе открыты и функционируют 3 санитарно-контрольных пункта. Это Чалдавар автодорожный, Кен-Булун автодорожный. Со стороны Чуйского территориального управления Государственного агентства автомобильного и водного транспорта продолжаются работы по отслеживанию передвижения грузовых автомашин на КПП Актилек автодорожный, Чалдавар автодорожный и Кен-Булун. И согласно разработанного алгоритма сопровождения грузовых автотранспортных средств от пунктов пропуска, расположенных на государственной границе, до пункта назначения на территории республики ведутся анкеты, опросники для водителей большегрузных автомашин. И в соответствии с утвержденным алгоритмом действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для водителей на контрольно-пропускных пунктах медицинским персоналом ведется забор анализа ПЦР. До выхода, значит, результата, соответственно, все водители находятся на предоставленной автостоянке. По результатам выхода отрицательных ПЦР-анализов водитель направляется по месту назначения. Ежедневно через контрольно-пропускные пункты в сторону Республики Казахстан обратно проходят грузовые автотранспортные средства, а также граждане Кыргызской Республики. Таким образом, обеспечивается ежедневно выезд и въезд на территорию через Кыргызстан. Территорию Кыргызстана. Контрольно-пропускной пункт Актилек автодорожный за сутки, значит, выехала 191 машина, выехала, въезд 150 автомашин. И за период, получается, с 11 июня по 22 июня заехала на территорию Кыргызстана 1326 машин, выезд составил 1188 автомашин. По контрольно-пропускному пункту Чалдавар автодорожный за сутки выехало 25 автомашин, въезд, то есть выезд составил 34 машины.
С 11 июня по 22 июня заезд составил 229 машин, выезд 1188. По контрольно-пропускному пункту Кент-Булун автодорожный за сутки выехало 26 автомашин. За период с 11 июня по 22 июня выезд составил 154 автомашины. И для недопущения скопления грузовых автотранспортных средств и ускорения процедуры пропуска через контрольно-пропускные пункты выделены военнослужащие ГПС Кыргызской Республики, это воинская часть 2031, в достаточном количестве, и привлечены медицинские сотрудники. Все на сегодняшний день обеспечены соответственно средствами индивидуальной защиты. Со стороны УМЧС области проводится дезинфекция территорий, контрольно-пропускных пунктов и автостоянки, где, соответственно, находятся машины. На базе Чуйского областного центра семейной медицины организован и работает колл-центр горячей линии 118 для обращения граждан по Чуйской области по вопросам, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Всего по горячей линии с периода с 4 мая по 22 июня поступило 1022 звонка, из них 683 звонка были связаны непосредственно с заболеванием COVID-19. Переданная информация, значит, передается для выезда мобильных бригад, которые, соответственно, проводят свой функционал обязанностей, ведется забор анализов. Остальные звонки касаются вопросов повседневной жизни, будем говорить. Проводится разъяснительная работа по COVID-19 сотрудниками сельских комитетов здоровья среди населения. Медики принимают по телефону подробную информацию и стараются оказывать оперативную помощь. Все центры семейной медицины на сегодняшний день работают в штатном режиме, проводят приемы с соблюдением всех санитарно-карантинных мероприятий. Стационары работают для приема экстренных больных, и кроме этого медицинские работники постоянно проходят обучение по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым коронавирусом. В сфере образования на сегодняшний день общее количество выпускников по Чуйской области составляет 5854 ученика. Главам районных государственных администраций Чуйскому областному методическому отделу, руководителям районных отделов образования дано поручение провести подготовку к проведению общереспубликанского тестирования на местах соблюдения безопасности здоровья наших учащихся. С 21 по 25 июня в образовательных организациях пройдет общереспубликанское тестирование с участием 5755 учеников, которые на сегодняшний день зарегистрировались, и регистрация еще продолжается. 21-22 июня 2020 года прошли и проходят первые и вторые туры тестирования в районах Кеменского, Аламудунского, в Чуйском, в Джаильском и Московском и в городе Токмок. 24 и 25 июня пройдут общереспубликанское тестирование в Высокотинском, Панфиловском и в Сокулукском районах. Для соблюдения всех карантинных требований помещения проведены все мероприятия, подготовлены все материалы, соблюдается учет соблюдения дистанции между учениками. Школы на сегодняшний день обеспечены всем необходимым инвентарем, тепловизорами, санитайзерами, мыломоющими средствами. И перед проведением, конечно, проведена санобработка, проведена дезинфекция всех территорий. И совместным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики и Министерства здравоохранения был утвержден алгоритм для всех дошкольных образовательных организаций для выполнения требований. И сегодня я считаю, что все требования соблюдаются. По дошкольным учреждениям могу сказать, что сегодня дошкольные учреждения функционируют, ведется особый контроль со стороны санэпидстанций, то есть без разрешения санэпидстанций районных дошкольное учреждение не может не сможет начать свое функционирование. На сегодняшний день у нас функционирует 15 детских дошкольных образовательных организаций. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем и к родителям, и к сотрудникам дошкольных образовательных организаций вести действительно очень тщательный контроль детей, соблюдение всех норм. Проводятся также мероприятия на местах по определению отдельного входа и отдельного выхода для граждан, которые сегодня уже посещают
рынки, а также рассматривается вопрос установления дезинфекционных туннелей при входе в каждом районе. Согласно поручению установленного, что 2 раза в неделю на рынках будут проводиться санитарные дни, это понедельник, четверг или понедельник, пятница. На скотских рынках установлены дезбарьеры, предусмотрено проведение дезинфекционных мероприятий. В целях предупреждения и допущения коронавирусной инфекции, а также соблюдения санитарных норм, согласно алгоритму работы общественного транспорта на Чуйской области, Чуйским территориальным управлением Государственного агентства автомобильного и водного транспорта 19 июня 2020 года проведены рейды совместно с представителями мэрии Карабалта и Кант. При проведении рейдов были составлены протокола согласно Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях по статье 271. Значит, в Канте составлено 5 протоколов, в городе Карабалта 2 по статье 293. Также Управление безопасности дорожного движения по Главному управлению внутренних дел Чуйской области совместно с представителями ЦГСН проведены рейды по соблюдению санитарных норм автотранспортных средств, которые занимаются перевозкой пассажиров. Составлено было 13 протоколов, наложены штрафы в сумме 13 тысяч согласно статьи 150 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. Также проводится активно мероприятия по дезинфекции территории Чуйской области и во исполнение протокольных поручений Республиканского штаба полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Намазалиевым Алтынбеком Десаламовичем, начальником гражданской защиты, были даны протокольные поручения провести дезинфекционные мероприятия главам всем районных государственных организаций, мэроду города Токмок, областным структурным подразделениям, государственным, муниципальным и правоохранительным органам. Также 17 июня 2020 года был издан приказ полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области, начальника гражданской защиты, где поручено главам всем и мэру города Токмок совместно с соответствующими органами провести рейды на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Это всех рынков, торговых точек и всех организаций, которые на сегодняшний день функционируют. С 21 марта проведены дезинфекционные мероприятия внутри зданий. Проведено, значит, на территории всех вышеуказанных организаций, это 1 104 миллиона 266 квадратных метров. На сегодняшний день идет обработка зданий внутри, снаружи и автомобильные дороги с использованием хлора. Привлечен личный состав УМЧС, это в количестве 467 сотрудников. Со стороны местных органов привлечено техники в количестве 40, это на 164 человека. Кроме этого, проводятся работы на местах по определению отдельного входа и отдельного выхода, как я вам говорила, по посещению рынков. В конце, наверное, своего заключения я еще раз хотела бы обратиться ко всем гражданам с соблюдением всех санитарных норм. Отдельно, конечно, хотелось бы сказать, что если у вас нет особой необходимости сегодня посещать те или иные места массового скопления, то большая просьба воздержаться и оставаться дома. Особенно граждан, которые являются нашим старшим поколением, это пожилые люди, это граждане, которые имеют хронические заболевания, воздержаться от всех этих мероприятий, но по необходимости, если вы на сегодняшний день выходите, будем говорить, за пределы своего дома, пожалуйста, одевайте маски, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, санитайзерами. То есть самое главное – это обезопасить себя, обезопасить своих окружающих, и самое главное сегодня помочь в работе нашим медикам. Им отдельное спасибо за то, что они сегодня ведут очень активную работу. Всем пожелать, самое главное, это здоровье и разрешение благополучной ситуации у нас в Кыргызстане. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О проводимой работе и текущей ситуации по Чуйской области вас проинформировала заместитель полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Волкова Светлана Борисовна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Facebook и на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.